значительно возрос интерес промышленности к процессам переработки тяжелых нефтей. В зале ученые и представители нефтяных компаний, делегаты из России, Беларуси, Ирана. Главный вопрос – глубокая переработка тяжелой нефти. Решили провести такую актуальную конференцию международного уровня сейчас даже в этих условиях, посвященной переработке тяжелых нефтей, остатков особенно. В принципе, Татарстан здесь очень высокий уровень. О том, что запасы легкой нефти истощаются из года в год и пора добывать тяжелую нефть, битум и гудрон, республика поняла еще в начале нулевых. Теперь в Татарстане сразу два предприятия, где сверхвязкую нефть перерабатывают в бензин, керосин и дизельное топливо – Танека и Таиф. На данный момент она дает конверсию гудрона до 95%. В целом, вот за 9 месяцев 2022 года выход светлых нефтепродуктов на Таиф НК составил 89,3%, что, не побоюсь этого слова, является одним из лучших, даже если не самым лучшим показателем не только в России, но и в мире. Технология, внедренная на Таифе, делает процесс намного экологичнее. При неполной переработке нефти, или, скажем так, недостаточной переработки нефти, остаются достаточно серьезные остатки, тяжелые, которые в дальнейшем уже, как правило, не перерабатываются, а просто отправляются там на сжигание и прочее, или просто на захоронение, например. Да? Эта технология позволяет практически полностью тяжелые остатки перерабатывать, причем экологического давления при этом не создается. Для сложного технологичного процесса были необходимы и иностранные добавки. До недавних пор некоторые из них поставляли из Германии. Они пошли на гидропроцессы. Специальная добавка, которая идет на процессе гидрокрекинга, это угли. Специальные угли, которые адсорбируют те металлы, которые мешают нефтепереработке. Такой уголь-добавку можно выпускать и в России, говорит научный руководитель Центра угля и углехимии Зинфир Исмагилов. Он и его команда применяют методы получения из обычного угля до 50 разных продуктов. И это не предел. В России всегда наука была очень сильная, в Советском Союзе и в России. Поэтому, конечно, научными разработками мы можем обеспечить все. Но как только дело доходит до технологии, когда дело доходит до оборудования, мы тут начинаем буксовать, потому что вот нет технологических возможностей. В поисках новых решений ученые и нефтехимики проведут 2 дня. Обсудят, как в нынешних экономических условиях развивать нефтехимическую отрасль. Рамиль Шайдун, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.